Живет повсюду красота, живет не где-нибудь, а рядом. Всегда открыта нашим взглядом, всегда доступна и чиста. Эшкерсезлек, хезмәт сөйшәнлек, крәшеннең асыл үрнәге. Моңлы җанда мәкер, явызлык юк, җыр тулы бит аның йөрәге. Аралармысыз кардәшләр, сезне җырчылыкка җыртында күрергә шиксез шатбыз. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в культурном центре имени Якова Емельянова на открытии фотовыставки по материалам этнографических экспедиций этномузыколога, педагога, кандидата искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Геннадия Михайловича Макарова и краеведа, бывшего научного сотрудника Института татарской энциклопедии Академии наук Татарстана Дамира Михайловича Васильева. Выставка приурочена к году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. В экспозицию фотовыставки «Ғасырларда біздің жүзіміз» вошло более 60 портретов. Эти фотографии обладают высокой художественной ценностью, при этом являются научным, историческим и документальным свидетельством эпохи. Геннадий Михайловичның шәхси архивында нинди хәзинәләр ятканын без әле белеп тә бетермибез. Чагыштырмача күптән түгел генә Геннадий Михайлович фотопленкаларны цифрлаштыру җайланмасы алып, дистә еллар дәвамында экспедиция вакытларында төшергән фотоларны әкренләп үзенең социаль челтәрләрендә урнаштыра башлады. Фотолар халыкта резонанс тудырды. Кемнәрдер фотода үзенең туганнарын, күршеләрен танып сөенде. Икенчеләр шул заманны искә төшереп, хатирәләрен барлады. Кемнәрдер фотолар аша әби-бабаларыбыз яшәгән, әти-әниләребезнең бала чагы, яшьлеге үткән заманнарга күз сала алды. Шулай бу фотолардан күргәзмә ясау идеясы туды. Күргәзмәбез Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы ярдәмендә республикабызда барган туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында эшләнде. Һәм бүген безнең күргәзмәбез ачылышында мәртәбәле кунагыбыз бар. Татарстан Республикасы Мәдәният министрының урынбасары Надфуллин Дамир Данил улы. Дамир Данилович, sizlerden kalabaş, kişileriniz bilen buyursup alırız hani. Hayırlı gün. Мен мұнда бірінші тапқыр. 2 ел мәдениет министрі орынбасары болып эшләп, бірінші тапқыр онда булдым. Ләкин безнең салкын мәдәният министрлыгыннан монда кергәч ничектер җылу хисе бер үк вакытта булды нишләптер. Белмим, әйтә алмыйм. Ул кешеләрдән дип тора дип уйлыйм. Чөнки дөрестән дә быел Татарстан Республикасында президентыбыз игълан ителгән туган телләр һәм бердәмлек елында менә шундый чаралар алар аеруча тирән мәгънәгә ия. Һәм шуны әйтәсем килә иң беренчедән оештыручыларга һәм инде Геннадий Михайлович сезгә, Дамир Васильевка, чөнки минем уйлавымча, минем фикеремчә, һәр мәдәниятнең тамырлары, нигезләре ул менә кешеләрдән тора. Менә дөрестән дә сез шикелле андый кешеләр булганда мәдәниятебезнең, мөхитебезнең киләчәге бар дип саныйм. Шуның өчен бары килгән кунакларга бик зур рәхмәт. Мәдәният министры исеменнән сезгә бик күп сәлам һәм ышанып калам бу күргәзмә әле күп районнарда булып һәм күп кешеләргә әле күңел хисләрен тудырачак. Бик зур рәхмәт сезгә. Шакырганыгыз өчен. Бик зур рәхмәт, Дамир Данилович. Хәзер күргәзмәбезне оештыруда күп көч куйган Яков Емельянов исемендәге мәдәни үзәк директоры урынбасары Максимов Григорий Петровичка сүз бирәбез. Күп көч куелган дип бик артык булыр инде, конечно, да. Но тем не менее, мен әзрәк кенә монда үз кешеләр дә бар инде, башка кешеләр шуңа күрә русча әйтергә тырышам. Дорогие гости, поздравляем с открытием выставки. Про выставку, конечно, скажут сами специалисты, они живы-здоровы здесь присутствуют. Но я хотел бы немножко сказать о культурном центре имени Емельянова. Мы молодые еще, мы практически начали работать в прошлом году, 2020 года. Вот. Тем не менее,
есть у нас кое-какие успехи, есть у нас специалисты, самые главные организаторы есть у нас. Я хотел бы, пользуясь случаем, передать вам огромный привет и успехов от директора культурного центра Людмилы Даниловны Белоусовой. И также от общественной организации Егорова Ивана Михайловича. Но у нас есть планы свои, есть специалисты, как я сказал. Мы работаем, занимаемся. Есть у нас вот наставники, как Геннадий Михайлович, как Валентина Петровна, еще другие. Вот. Есть у нас наставники, вот они сидят сегодня в строителе. А вот как у нас? И институт истории есть у нас здесь, присутствует. Мы пытаемся организовать мероприятия, приглашаем, у нас целый год проходит очень много мероприятий, очень много людей нас посещают, сейчас уже узнают, и по социальным сетям, и другим каналам нас смотрит очень много, я количество, конечно, не скажу. Вот. Есть у нас проходит мероприятие сейчас совместно с общественной организацией Кряшин. Каждый месяц у нас месячник районных отделений проходит у нас. В настоящее время, вот буквально в пятницу Кайбельский район у нас был. Май месяц был Кайбельский район. Вот такие мероприятия у нас проходят. Я еще раз хочу вас, поздравить с открытием выставки. Пожелать вам и успехов, и посещайте нас, смотрите нас. Будьте здоровы. Увлечение кряжинской культурой и историей у Геннадия Макарова и Дамира Васильева началось еще в 1967 году. Тогда, будучи школьниками, братья прочитали книгу «Татары Среднего Поволжья и Приуралья». В ней были опубликованы материалы по Кряшинам Николая Воробьева и Махмуда Нигматянова. Эти статьи впечатлили и вдохновили братьев, а спустя несколько лет они стали ездить в экспедиции с целью записать старинные кряшинские напевы. В то же время они интересовались инструментами, костюмами, его элементами, праздниками и обрядами. Все по возможности старались зафиксировать на фотопленку. В своих работах они смогли запечатлеть внутреннее состояние и душевный мир человека с непростой судьбой, его историю, характер, волю и веру в жизнь. Сейчас мы хотим предоставить слово руководителю Центра изучения истории и культуры Кряшин и Нагайбаков Института истории имени Шабабуддина Марджани Академии наук Республики Татарстан, доктору исторических наук Исхакову Радику Равильевичу. Большое спасибо, друзья, коллеги. Хочу вас поприветствовать на этом большом празднике, на этом мероприятии. Вот здесь вот представлено на этой выставке один из элементов многолетней работы, полевой, исследовательской работы Геннадия Михайловича Макарова, Дамира Васильева. И через эти фотографии можно узнать историю, традиционную культуру Кряшин. На мой взгляд, культура, история Кряшин, она вот уникальна и значима в первую очередь тем, что Кряшинам удалось пронести и сохранить через века очень древнюю архаичную культуру тюркских, финно-угорских народов, представленных в Среднем Поволжье. Но, к сожалению, старшее поколение уходит, и вместе с ними уходит огромный пласт культуры Кряшин, тюрко-татарской, финно-угорской культуры. И именно благодаря вот таким энтузиастам, как Геннадий Михайлович, вот нам были введены в научный оборот и удалось сохранить целый огромный пласт. Мне посчастливилось с Геннадием Михайловичем поработать. Он был первым руководителем Центра изучения истории и культуры Кряшин. Мы вместе с ним ездили на конференции, в поле работали. И я хочу сказать, что именно на таких исследователях, как Геннадий Михайлович, держится наука. Он настоящий энтузиаст своего дела. И вот много народных песен, традиционных каких-то элементов культуры Кряшин введено, сейчас люди знают, общество знает, благодаря его многодесятилетней работе. Многие песни, которые стали уже сейчас народными,
им удалось вытащить. Если бы вот они бы в свое время по своей инициативе не начали эту работу, мы бы и не знали вот эти вот огромные, и этот пласт был бы утерян. Поэтому, конечно, здесь эта выставка еще раз вот показывает, насколько вот значима работа, которую проводил Геннадий Михайлович, Дамир Васильев. И я бы хотел бы пожелать в дальнейшем, чтобы вот эта вот выставка, ее издали в виде альбома, потому что на эту выставку не так много народу может прийти. А альбом, конечно, это будет достоянием общественности, культуры. Еще раз покажет все богатство кряшинской культуры. Большое спасибо. Спасибо, Шарап Раилевич. Фотолардан шынан да аңлатып булмаслык энергия биркелә. Авторларны бу очракта этнографлар, галимнәр дип кенә түгел, ә чын фотографлар дип әйтсәк тә була. Аларның үз эшләрен чын күңелдән яратулары, фән ягыннан гына түгел, иҗади яктан да материалга якын килүләре аермачык күренеп тора. Сүз Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясе Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының этнология бүлеге мөдире, социология фәннәре докторы Габдрахманова Гөлнара Фуат кызына бирелә. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, вы знаете, мне бы хотелось сказать несколько слов об одном из авторов сегодняшней выставки, Геннадия Михайловича. Геннадия Михайловича я знаю очень много-много лет назад, познакомились мы с ним. И тогда для меня этот человек воспринимался только как ученый, только как исследователь, как собиратель традиционной культуры кряшинского народа. Но через некоторое время я открыла для себя и другую сторону этой личности. Я увидела Геннадия Михайловича, человека, который очень активно занимается музыкой, активно выступает с сольными концертами, сольными номерами, создает традиционные музыкальные инструменты. А сегодня я увидела и третью сторону Геннадия Михайловича, человека, который является и таким очень высокопрофессиональным фотохудожником. Геннадий Михайлович, позвольте выразить вам уважение за вашу преданность профессии, за вашу преданность науке, за преданность кряшинскому народу, кряшинской культуре и за преданность таким вот высоким гуманистическим принципам человекоцентричности, культуроцентричности, все то, на чем держится наша страна и наш регион Казанское Поволжье. Я думаю, что сегодняшняя выставка – это не только событие культурной жизни Татарстана и кряшинского народа, но на самом деле это еще и событие для академической науки нашего региона. Дело в том, что вообще вот наука у нас всегда развивалась путем активного собирательства материалов о традиционной культуре народов нашего региона. И я думаю, что вот нынешнее событие – это вот продолжение лучших традиций академической науки нашего Татарстана. Поздравляю всех с этим событием, желаю всяческих успехов центру, Геннадию Михайловичу и всем тем, кто занимается и увлекается традиционной культурой народов нашего региона. Геннадий Макаров – разносторонняя личность. Он является основателем и наставником для многих фольклорных коллективов не только в республике, но и за ее пределами. А совсем недавно в нашем культурном центре образовался еще один коллектив, идейным вдохновителем создания которого также выступил Геннадий Михайлович. Каршалыгыз Казансу фольклор ансамбле җитәкчесе Ләйсән Абакаева. Алтын
Казансу Фольклор ансамблі, жетекчілері Лейсен Набакаева. Күргәзмә турында тагын да төгәлрәк һәм тагын да кызыграк итеп, әлбәттә, аның авторлары гына сөйли ала. Дамир Михайлович кызганыч күргәзмә ачылышына килә алмады. Ә Геннадий Михайлович бүген биредә. Сүз Геннадий Михайлович Магаровның үзенә бирелә. Ну, во-первых, конечно, я хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто сегодня пришел на открытие нашей выставки, и также тем, кто высказал такие слова. Прям я был, конечно, на седьмом небе, и я думаю, неужели действительно это про меня? Одним словом, спасибо огромное всем, кто сегодня пришел на эту действительно замечательную выставку. Эта выставка, конечно, это памятник нашей культуре, народному искусству. И эта фотовыставка является, наверное, выражением вот тех людей, которые, наверное, не только у Макарова есть такие фотопленки, наверное, еще и у многих других есть. Это вот памятник той эпохи, когда мы росли, мы получили образование и воспитание, и действительно мы были патриотами своей страны, своего народа. И, конечно, вот то воспитание, которое мы получили, оно как раз стало тем основанием, что я взял в руки фотоаппарат или же купил на первые же деньги заработной платы магнитофон, нота 8 килограммов. Ее поносишь, мало не покажется. Но мы это делали с удовольствием, потому что вот та эпоха, когда самые такие были, скажем, ну, мы это делали от души, потому что мы любили своих родителей, своих родственников, свое село, свою деревню и свой район и свою страну. И вот получилось уж так. Почему? Да потому что, например, моя мама, моя бабушка рассказывали о народной культуре, о традициях, о прошлом с любовью. И эта любовь, она, хотел бы я или не хотел, она проявилась. И это стало причиной того, что я начал это записывать. Но еще, конечно, причины есть. Это, знаете, причина называется справедливость. Потому что в мире не всегда бывает справедливо. И вот когда я смотрел в детстве разные альбомы, журналы, то материалы, допустим, нотные сборники, и я всегда себе задавал вопрос, а где же кряшинские песни? А где же кряшинские ноты? А где же костюмы? И вот это же несправедливо, почему этого нет? И появилось желание восполнить этот пробел. Я понимал, что это должны делать мы, а не кто-то другой. И постепенно, когда я уже начал этим заниматься, увлекся, конечно. И вот это увлечение затянулось. И что интересно, я ведь начинал с кряшен, а потом мне интересно стали и чуваши, и удмурты. А сколько я мусульманских мунаджатов записал. И когда я начинал петь эти мунаджаты, мне говорили, вы не в медресе учились? Или говорят, вы не сектант, там, мусульманский? Я говорю, нет, я могу также и кряшинский петь, я вообще все люблю. И вот это как раз вот состояние, конечно,
давала и силы, и желание, и народ-то ведь раньше другой был. Вот в Казани закупишь фотопленки и магнитофонные пленки, и где-нибудь нырнешь в сторону, скажем, там, Мамадыша или Пестрецов, и выныриваешь где-то под Уфой уже. И проходит недели 2. А почему под Уфой? Ну, потому что пленки закончились. Надо опять-таки и пленок побольше, и опять-таки куда-нибудь там ныряешь и выныриваешь где-то под Оренбургом. И оттуда еще куда, где-то там, опять-таки, ближе к Магнитогорску или Челябинску. И народ был, конечно, очень открытый. Никогда не было такого, там можно было ночевать, кормили, пожалуйста. Когда нужно было, можно было поехать, ну, километров 25, иногда 40, ничего страшного. Подвозили, и никто не спрашивал из денег. Вот такие были люди. И, конечно, вот это все, конечно, стало причиной того, что вот эти вот поездки, они продолжались. И все равно, я и тогда молодой был, вот как вот наши студенты сегодня, спасибо им, что пришли, вот примерно такого возраста, я понимал, что это нужно очень, на будущем это очень пригодится. Конечно, это тоже сподвигало вот на такую работу. А вообще, конечно, я сейчас вот смотрю эти фотографии тоже, и так как они сразу же все вместе, и у меня тоже всякие воспоминания, вспоминаю, что было, а было очень много чего можно было бы и вспомнить, очень своеобразно. Ой, меня и женить хотели. Но не получилось. Вот на Гайбаке как получилось как. Приезжаю туда рано утром 1 января с 77 на 78 год. В Магнитогорске выходим, всем празднуют Новый год, а мы с рюкзаками, значит, едем в Шампинуаз, а там все казаки лежат пластом. И вот нашли мы, кого искали. Старый большевик был, Николай Васильевич Байтеряков. Он еще хорунжем был у Дутова. И вот с ним встретились, и дальше поехали в деревню, село Кастель. И вот мы записывали вот как раз вот эти вот фотографии у нас. Самые первые, наверное, вот когда я встретился с нагайбаками, вот они были еще намного моложе. Ну, конечно, сколько лет прошло уже. Им сейчас 80, а тогда им было по 30. И вот меня спрашивают, Авиин барма? Ну, я уж, понятно, я говорю. То есть говорят, у тебя бабушка есть? Я говорю, у меня вообще-то 2 бабушки было, но одна умерла. И они так вот застыли так, и не знаю, что сказать. А потом уже я понял, что, оказывается, Аби они называют жена. У тебя жена есть? 2 была. Абиин бар мı dedi. Никого бросил. После этого они этот вопрос не поднимали. Вот диалекты везде разные. Это вот такое. Или же, например, однажды в Кукмурский район мы приехали и поехали, узнали мы, что в Старой Цепи живет гуслярша Агниятата и скрипач Кубасчы Далбашли. Вечером где-то уже стемнело, конечно, где-то ближе к 11 уже. Заходим и стучим, никто не открывает дверь. Ну, думаем, поздно, наверное, уже их дома нет, а то бы открыли.
и поворачиваемся, чтобы уходить. С крыльца пытаемся спуститься туда, ближе к калитке, а там две большие такие собаки. И не пускают нас. Сели мы на крыльцо и думаем, что же делать. На крыльце, наверное, будем ночевать, потому что эти собаки такие большие. И думаем, ну что же делать? И вот на время там дверь открывается, скрипит. И выходят старики. Значит, бабуля выходит, бабушка и дед выходят. И говорят, кто такие? Мы говорим, вот хотим записать, какие вы, как вы играете на гуслях, там, на кубызе, скрипке. А они говорят, знаем мы вас. Ну вот, тоже знаете, у нас в сундуках ничего нет. Мы говорим, нам не нужны ваши сундуки. И обратно уйти не можем. И они тоже не знают, что делать. Тогда бабушка говорит, у меня, говорит, дед все знает. О чем люди думают? Сейчас и мы проверим вас. Открывает половицу, заходит в подпол, и оттуда вот такой бутыль вытаскивает. И бутыль весь уже в пыли, а там пук открывает, наливает нам на 2 стакана и говорит, пейте. И я говорю, мы не пьем вообще, трезвенник, не пьем. Значит, у вас в уме что-то неправильное, нехорошее. Вот вы пейте, если мы будем уже знать, в чем дело. Ну, мы говорим, ладно уж, мы не пьем, но раз ради такого дела, конечно. И отпили. И вот на глазах у них все напряжение спало. И они сразу за стол нас пригласили, напоили, накормили. И дед всю ночь на скрипке играл. Бабушка говорит, Бачелей, хватит уже, пусть спят дети. А он играет. То есть вот такие вот интересные случаи. Здесь тоже фотографии его есть. Таких незабываемых, таких впечатлений, конечно, очень много. И вот когда я смотрю, каждая фотография несет за собой, конечно, такую интересную историю, встречу с истинными представителями народа. Потому что их никто специально и нам не представлял. Вот как есть, так есть. Это, конечно, например, старые солдатки. Вот их мужья не вернулись с фронта, а они уже в возрасте. Это особые, конечно, люди. Или же, наоборот, ветераны войны уже тоже. Или же там, ну, одним словом, самые-самые разные представители народа. И, конечно, когда всматриваешься в лица вот на этих фотографиях, действительно можно представить себе, как жили эти люди в то непростое время. Но, тем не менее, душа у всех была очень такая открытая и светлая. Вот такие у меня тоже воспоминания нахлынули. И еще раз я вот что хочу сказать по этим фотографиям. Вот, конечно, я тоже уже с 1984 года работал в Институте языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, потом работал и в Институте истории Шахабуддина Марджани. Наука – это наука. А вот когда непосредственно эти материалы становятся достоянием, мы видим на эти, какие костюмы одевали, строение, конечно, тоже таких фотографий достаточно много. И каждый человек может сам себе сделать выводы. Кто такие Коряшины? Это искусственно, как придуманная там, скажем, проблема или нет? А люди не смотрят на политику, люди смотрят на эти ценности, прежде всего, культуры. И вот этому, конечно, способствует то, что на сегодняшний день вот такая фотовыставка появилась, слава Богу. Я еще что хочу
сказать. Вот что все-таки сейчас есть возможность вот эти материалы показать. Они могли бы лежать у меня где-то в сундуках, там, или вот у нас там есть чемоданчик, вот в таких чемоданах. И благодаря тому, что вот есть у нас такой центр, вот эти вот ценнейшие материалы из этих чемоданчиков стали достоянием общественности. Еще раз я благодарю всех присутствующих, вот, что вы пришли на эту фотовыставку, и я надеюсь, что за этим последуют еще другие выставки. Надеюсь, что еще у нас есть замечательные этнографы, исследователи, и у них тоже в чемоданчиках очень много интересного материала. И вот это все мы должны взяли у народа, отдай. Вот этот шаг, конечно, является для меня таким приятным. И дай Бог нам здоровья и пользоваться тем наследием, которое мы смогли сохранить и которое мы должны передать еще и молодому поколению. Бик зур рахмат, Геннадий Михайлович. Тағы бір алқыш табала келі. Геннадий Михайлович занимается не только научной работой, но и воспитывает любовь к фольклору у подрастающего поколения. С большим удовольствием делится своими знаниями. Он сам изготавливает этнические музыкальные инструменты, учит игре на думбре, кубызе и гусле. Геннадий Макаров и его ученики – уникальное явление для Татарстана. При нашем культурном центре действует молодежный вокально-инструментальный ансамбль «Тумар» под руководством Геннадия Макарова. Сегодня они исполнят для вас уникальные образцы кряшинского фольклора. Тумар тіркімен парша алайық. Так, набір. Қыздар, айтасыз ба саған? А? Сейчас у нас девушки исполнят нагайбакскую, так скажем, шуточную песню «Хан кызы». Sine
Назаров. А теперь слово предоставляется проректору по учебно-воспитательной работе Казанского государственного института культуры Леонтьевой Татьяне Викторовне. Добрый день всем. Наверное, много уже сказали, но хочется сказать о педагогической деятельности, потому что наука – это хорошо. Но если наука только в стол, и если все труды, которые собирают ученые, этнографы, останутся только в библиотеках на дальних полках, и вот эта вся молодежь, которая сегодня пришла, не будут этого знать, не будут этого изучать, то это все останется со временем где-то там далеко, и мы потеряем свою культуру, мы потеряем свои корни. К сожалению, многие уже говорят, этнографы, о том, что передача культуры от поколения к поколению утрачивается. И действительно сейчас, если спросить молодежь, а знаете ли вы и где вы вообще изучали культуру, вот наши студенты сидят, и они скажут, что очень много вы нам не говорили, наши бабушки и дедушки, очень многое мы узнали именно в Институте культуры, когда у нас были педагоги, которые нам про это все рассказывали. И даже игры народные, которые традиционные, дети не знают, они в них не играют, к сожалению, да, и мы наблюдаем это, что передача утрачена. Поэтому очень важно вот устраивать такие центры, где сохраняется культура. Очень важно устраивать такие выставки, где бы студенты могли, и дети, и молодежь могли бы посмотреть. Да, сначала они придут, посмотрят, а что тут такого, да, а потом, может быть, какие-то студенты или какая-то молодежь остановится на каких-то интересных фотографиях и обратят внимание, кто-то на монетки, кто-то на музыкальные инструменты, кто-то просто на эмоции, которые совершенно другие, не такие, как сейчас. Если вы посмотрите на фотографии, на лица этих людей, вы увидите, что они очень сильно отличаются от тех фотографий, которые мы привыкли видеть в Инстаграме, да? Уже другие эмоции, уже другие чувства, уже другие взгляды. Поэтому хочется пожелать, чтобы все, что накоплено поколениями, не пропадало, чтобы это передавалось, чтобы были такие энтузиасты, которые готовы рассказывать с такими эмоциями, с такими чувствами о том, что было пережито, что было собрано, и чтобы современная наша молодежь, чтобы наши дети любили свою культуру, чтобы они тоже заинтересовались ей, и то, чтобы то, что сохранено поколениями, не пропало и не ушло в песок, а все-таки, чтобы это возрождалось, передавалось и множилось. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо большое. Слово предоставляется научному сотруднику Центра по изучению межэтнических отношений Института этнологии и антропологии Российской академии наук Севастьянову Ивану Владимировичу. Здравствуйте все. Сегодня хочу сказать, что вот вообще с Геннадием Михайловичем Макаровым и Дамиром Васильевым я знаком уже довольно давно, практически 20 лет уже прошло. Мы вместе участвовали в полевой работе в кряшинских селениях когда-то. Позже я тоже всерьез увлекся изучением культуры, этнографии кряшин. Надо сказать, что Геннадий Михайлович меня неоднократно даже поддерживал словом в моей полевой работе. Это очень важно было и многому положительно способствовало. Вот сейчас, глядя на эти фотографии, некоторые из которых я, на самом деле видел уже довольно давно, еще 20 лет назад, может быть, при первом знакомстве, но здесь, вот в этом замечательном новом культурном центре Якова Емельянова, я, конечно, по-новому все это увидел, потому что новое какое-то ощущение от всего, когда этого много, все красиво, хорошо оформлено на своем месте, то, конечно, надо сказать, что эта выставка, конечно, замечательная сама по себе и по своему содержанию. И вот, скажем, есть определенные фотоматериалы по кряшинам конца 19-го, начала 20 века. Что-то есть у меня самого по нулевым годам. А вот здесь мы видим такое вот окно в другое время, где-то позднесоветское, 60-е, 70-е годы. Это заполняет свою, так сказать, лакуну определенную вот именно в фотоматериалах этнографических по кряшинам. И поэтому вот я хочу всех еще раз поздравить с этой замечательной выставкой, которая открывает нам облик кряшин, их культуры именно советского послевоенного времени. И поэтому, я думаю, это будет такой очень важный
вехой в понимании этой самобытной, своеобразной культуры. Пожелаем поэтому Геннадию Михайловичу новых достижений творческих, педагогических тоже. И возможно, что мы смеем надеяться, появится у него новая выставка с фотографиями, может быть, уже более позднего, постсоветского времени. Мы все будем надеяться на появление такой новой выставки. Поэтому еще раз всех поздравляю, очень рад всех видеть. Сегодня мы с вами совершили замечательное путешествие по фотовыставке Геннадия Макарова и Дамира Васильева. Позвольте от имени культурного центра имени Якова Емельянова поздравить Геннадия Михайловича с открытием этой выставки и поблагодарить его за неповторимые фотографии, которые нашли свой дом в нашем культурном центре. В заключение предлагаем вам сфотографироваться в выставочном зале в холле нашего культурного центра, где для вас работает фотозона. Хотелось бы, чтобы вы унесли с собой не только радость от общения с прекрасным, но и ощущение сопричастности с уходящей историей. Мы надеемся, что вам понравились наши выставки. Помните, дверь культурного центра всегда открыта для вас. Фотовыставка «Ғасырларда біздің жүзіміз» будет работать до 31 августа. Приглашайте родственников, друзей и знакомых посетить нашу выставку. Күргәзмәбез ачык дип игълан ителә. Әйдәгез хәзер истәлеккә фотосурәт ясыйбыз.